Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. Все ближе Казан-форум, все больше гостей. В Татарстане это самое масштабное однозначное мероприятие. Как пройдет масштабное международное событие, узнал Дмитрий Аренин. Из Алжира с любовью. Это такое сочетание, интересно, французской кухни, малазийской кухни и арабской. Какими блюдами угощают гости Казань-форума из Алжира, расскажет Рамиль Шайдуллин. Модернизированное «Фламинго» представили в Казани. Задачами для этого судна было исследование и мониторинг Куйбышевского и Нижнекамского водохранилища. Научно-исследовательское судно «Фламинго» вышло на проверку в Татарстана. О его истории и главной задаче расскажет Алена Струменская. В Музее исламской культуры выставили первое печатное издание Казанского Корана. Один из центральных экспонатов выставки – это издание Корана 1803 года. Какие еще экспонаты можно увидеть на выставке «Казан-Басмасы», расскажет Иван Сарафанов. Участники Международного экономического форума «Россия. Исламский мир» начинают съезжаться в столицу Татарстана. По последним данным, ожидается более 15 тысяч гостей из 86 стран. Об этом сегодня объявили организаторы Казан-форума в Доме правительства. Татарстану предстоит принять еще одно масштабное и значимое деловое событие. В этом году форум решением президента России получил федеральный статус. Оргкомитет возглавил вице-премьер страны Марат Хуснуллин. Казан-форум должен стать уникальной площадкой для расширения экономических и культурных связей, а Татарстан – проводником России в большой исламский мир. Каким будет предстоящее событие, узнал Дмитрий Аренин. Для участия в Казан-форуме необходимо получить вот такие бейджи. По заявкам на этот документ и определяется число участников. На сегодня заявились уже более 15 тысяч человек. Гостей ждут из 86 стран. Самые большие делегации – это более 100 представителей из Азербайджана, Ирана, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Малайзии. Сотрудники технологического университета Малайзии уже в Казани. На международном форуме они будут участвовать в пленарной сессии, презентуют свой вуз на секции, посвященной образованию, и постараются наладить сотрудничество с вузами России. В Татарстане и на Казан-форуме они впервые. Это одна из лучших платформ для того, чтобы обмениваться идеями, искать направления для будущего сотрудничества. Основной площадкой Казан-форума станет выставочный комплекс «Казань-Экспо». Чтобы попасть сюда, нужно будет сдать ПЦР-тест. Деловая программа откроется 18 мая. Лейтмотивом первого федерального Казан-форума станет экономическое партнерство в современных реалиях. Запланировано 750 тематических секций, где выступит 750 спикеров. Основные темы – логистика, промышленные технологии, индустрия халяль, исламский банкинг. Уже запланировано подписание около 100 соглашений о сотрудничестве. Как отмечают по этому показателю, и определяется значимость форума. По своим же масштабам Казанский сопоставим с крупнейшим в стране Петербургским международным экономическим форумом. В Татарстане это самое масштабное однозначное мероприятие. Ну и здесь, наверное, надо все-таки будет по итогам смотреть по количеству подписанных соглашений. То есть мы сможем сравнить в прошлом году, сколько было соглашений заключено на крупнейших форумах страны, и попробуем сравнить это с тем, что заключено по факту на Казань-форуме. Казан-форум объединит около 200 различных мероприятий. Завтра в агропромпарке откроется ярмарочная площадка «Раша Халяль Маркет». Здесь свою продукцию представят около 400 экспонентов. Это производители из регионов страны, а также Ирана, Турции и Сенегала. Мы в этом направлении очень видим большие перспективы, так как емкость индустрии халяль на сегодняшний день в мировом масштабе, если брать, более 7 триллионов долларов. На территории Республики Татарстан имеется более 100 сертифицированных компаний, которые конкретно занимаются производством халяль-продукции. Основными целевыми рынками, куда мы планируем развивать экспорт, это, конечно же, дружественные страны по отношению к Российской Федерации. Это страны Персидского залива, страны Таможенного союза,
но и наши партнеры из Юго-Восточной Азии. 19 мая состоится заседание группы стратегического видения «Россия. Исламский мир». Это большая экономическая встреча в новых политических реалиях. 20-го пройдет Всероссийский форум татарских религиозных деятелей. На него приедут более 1000 участников из 77 регионов страны. 21 мая участников всех мероприятий ждут на ИСГ Болгар-ЖНИ. Наша татарская общественная организация национальной культурной автономии татар, которые функционируют в регионах Российской Федерации, централизованно будут, именно организованно будут вести представителей именно татарской общественных организаций. И не менее 40 тысяч народов мы планируем на Болгар-ЖНИ. Действительно, вот в день принятия самого ислама в Волжской Булгарии очень важно то, что наш, именно тот сплоченный, объединенный народ, он с семьями, с детьми. Освещать все мероприятия будут около 700 журналистов из 40 стран. На Казань-Экспо будет работать пресс-центр, специальная новостная студия и площадка для интервью. Сейчас Казань уже встречает гостей. Улицы города украшены баннерами форума на 4 языках. Дмитрий Айрин, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. В преддверии Международного экономического форума Рустам Минниханов по телефону пообщался с главой Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулой Бердымухамедовым. Он сообщил, что страна направила на форум представительную делегацию. В ее состав вошли руководители предприятий промышленности, транспорта и строительства. На площадке форума будет организован стенд Туркменистана. Глава Халк Маслахаты обратил внимание на важность установления новых логистических коридоров. Раис Татарстана отметил, в рамках форума состоится заседание круглого стола на эту тему. Также подчеркнул, решение Владимира Путина придать мероприятию федеральный статус вызвало больше интерес со стороны мирового сообщества. Гурбангулы Бердымухамедов попросил передать теплые слова приветствия первому президенту Татарстана, государственному советнику Ментимеру Шаймиеву. Национальные блюда Алжира сегодня готовили в центре Казани. Кулинары с африканского континента приехали специально для участия в конкурсе шеф-поваров среди исламских стран. Он будет проходить в дни Казан-форума. Главное условие – все блюда должны быть халяль. Так что же готовят повара из Магриба и в чем схожи алжирская и татарская кухни? Рамиль Шайдулин все сам попробовал. На Востоке все принято начинать с молитвы. Сегодня алжирские повара готовят для дорогих гостей. Шеф-повар Сумая Хальфалла и ее помощницы Табуш Линда и Исмаила Лакали Будбах – участники соревнований битвы поваров в рамках Казан-форума. Сегодня мы готовим традиционное алжирское меню. Это основное блюдо чахчуха. Наш традиционный суп, он называется фрик. На десерт лакомство, которое называется чран аль-сафра. Полноценный ужин для самых дорогих гостей начинается с традиционного супа фрик. Особенно часто его готовят в Рамазан. Главный ингредиент – измельченные зерна зеленой пшеницы, которую специально везли из Алжира. И баранины или любого другого мяса, дозволенного шариатом. This is halal. Это халяль? Это халяль на 100%. В это время на другом конце стола самый юный повар в команде готовит десерт чран аль-софра. На помощь приходят старшие подруги. В Алжире готовят очень много мужчин и готовят очень хорошо. Но наша команда исключительно женская. Мы готовим по традиционным рецептам. И чтобы блюда получались, всегда вкладываем душу. Чран аль-софра – это маленькие домашние печенья, которые окунаются в заранее приготовленный соус из гвоздики, специй и кориандра. Через пару минут они увеличатся в размерах, получится пряное и очень ароматное лакомство. Да, алжирская кухня, но как мне показалось, что это такое сочетание, интересно, французской кухни, малазийской кухни и арабской. То есть во всем чувствуется перехлёст такой. Табуш Линда, самый титулованный повар в команде, с 1975 года работала в собственном ресторане во Франции, позже побеждала в конкурсе шеф-поваров в Алжире, поэтому точно знает, как правильно приготовить ароматную чахчуху. Это традиционное второе блюдо из тонкого крашеного теста, томленных кусочков мяса, помидоров, лука и специй.
Несмотря на то, что повара из Алжира никогда не были в Казани, говорят, что слышали о некоторых татарских блюдах и удивились тому, как они похожи на алжирские. Мы еще не успели ознакомиться с татарской кухней как следует, но знаем про ваш чак-чак. У нас на родине тоже есть такое блюдо – жареные во фритюре шарики из теста и скрепляемые медом. Только называется гриуш. Этими и другими блюдами халяль-повара из Алжира и 12 других мусульманских стран будут удивлять искушенные жюри в дни Казан-форума. Лучшие получат сертификаты халяль-шеф, и это первый шаг к получению рестораном исламского аналога звезды Мишлен. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Урожай дачников Аксубаева, Нурлата и Лаишева оказался под угрозой. В этих районах выпал сильный град. На видео из соцсетей видно, как татарстанцы убирают его лопатами. Синоптики считают такую погоду в мае естественной только для южных районов республики. Гидрометцентр сообщает, Татарстан находился под влиянием атмосферных фронтов и неустойчивых воздушных масс. Однако повторных ледяных осадков ждать не стоит, говорят ученые. Сейчас повысилось атмосферное давление. Завтра и послезавтра осадки минимальны. При этом будет тепло не ниже 15 градусов. Впервые после модернизации на проверку вод Татарстана вышел «Фламинго». Это научно-исследовательское судно Минэкологии. Его главная задача – наблюдение и мониторинг состояния водных объектов. На судне полностью заменили аппаратуру для работы, вычислительный центр, химическую лабораторию, спусковое устройство. Модернизация заняла год. В России пока только 20 подобных судов. Сегодня проверили акваторию реки Казанки. Что показали исследования и как прошел первый спуск нового «Фламинго» на воду, расскажет Алена Струминская. На проверку состояния реки Казанка сегодня вышло судно «Фламинго», или, как его называют в нашей республике, «зеленое фламинго», ведь окрашено оно в национальный цвет. В Татарстане судно работает около 30 лет. С этого года в новом модернизированном формате. Пускай спусководное устройство. Впервые на судне тестируют улучшенное спускоподъемное устройство. Оно позволяет забирать пробы воды для проверок быстрее, тем самым не меняя ее состав до лабораторных исследований. После забора воды пробы поступают сразу же сюда, в новую химическую лабораторию. Далее система отправляет их к стойке анализаторов. Здесь воду проверяют по 8 разным показателям. До модернизации их было всего 6. Воду проверяют на наличие нефтяной пленки, содержание ионов меди, аммония, цинка и мутность. Как показали исследования, пока вода в Казанке чистая и соответствует всем нормам. В ином случае на место выезжают экологи и пытаются найти источник загрязнения. Можно сказать, это как сердце. Сюда сходятся все данные от комплекса. Модернизировали и сердце судна, вычислительный центр. Именно сюда поступают сведения из химической лаборатории, а отсюда в реальном времени в геоцентр республики. Модернизацией «Фламинго» занималась компания из Санкт-Петербурга. Все технологии отечественные. Комплекс позволяет вести видеосъемку 360 градусов, что это все пишется. Можно контролировать, какие суда проходят, смотреть, какие загрязнения, если идут показатели какие-то, можем понаблюдать. «Фламинго» появился в Татарстане в 1996 году. Тогда это была сенсация в сфере экологических исследований. Сейчас подобных судов в стране 20. В Татарстане оно будет заниматься мониторингом Волги и Камы. С самого начала задачами для этого судна было исследование и мониторинг Куйбышевского и Нижнекамского водохранилища. Корабль на своем жизненном цикле претерпел уже 2 глубокие модернизации. Одна из них была в 2007 году. Нового «Фламинго» увидеть вживую смогут не только татарстанцы. Судно будет патрулировать акваторию Казанки во время проведения Международного экономического форума «Россия. Исламский мир. Казан-форум». Алена Струминская, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Сенсация случилась. Мы ждали ее 30 лет. Сегодня казанский «Уникс» добыл золото единой лиги. Судьбоносный матч прошел в баскет-холле. При счете в серии 3-1 «Уникс» в 5-й встрече вырвал такую долгожданную победу в финале. Она стала в истории команды первой. Это был единственный трофей, который до этого дня не покорялся баскетболистам «Уникса». Эмоции зашкаливают. С нами на прямой связи Рамиль Галиуллин. Рамиль, с победой! Что происходит в баскет-холле? Добрый вечер, Лена. Ну что ж, ликует баскет-холл, ликует вся Казань.
Действительно, всего несколько минут назад «Уникс» сотворил историю. В пятом матче финала единой лиги таким образом впервые в своей истории стали чемпионами России. Через несколько минут начнется церемония награждения, и казанцы получат свои первые золотые медали. Сейчас на паркете игроки, тренеры, все руководство клуба. Но и надо отметить, что особой интриги в игре сегодня не получилось. «Уникс» просто катком прошелся по своему сопернику, что в принципе и логично. С такой сумасшедшей поддержкой другого исхода, кроме как победы, наверное, и быть не могло. Ну что же, вспоминая весь сезон, надо отметить, что «Уникс» занял второе место по итогам регулярного чемпионата. В плей-офф казанцы одолели. Это был Рамиль Галиуллин из баскетбола. Отмечу, что стадионы и болельщики не спешат расходиться. Оно и понятно, их любимая команда впервые в истории завоевала золотые медали. Что ж, радуется баскетбол, ликует Казань, празднует весь Татарстан. Лина, слово тебе. Спасибо, Рамиль. Это был Рамиль Галиуллин из баскетбола. Напомню, мы работаем в прямом эфире. Правоохранительные органы подключились к проверке Бугульминского водоканала. Об этом сообщил глава района Ленар Закиров в своем телеграм-канале. Бугульминцы регулярно жалуются на частые аварии. Кроме этого, в 11 селах водоканал демонтировал уличные колонки. Это вызвало общественный резонанс. По двум фактам прекращения снабжения водой следком возбудил уголовное дело. Однако и после этого колонки не заработали, и процесс их ликвидации продолжается. Ваше предприятие регулярно попадает в зону критики. Самое большое количество жалоб по мониторингу – это как раз по вашей организации. Пожалуйста, я прошу навести порядок. Строительство мусоросжигающего завода отложено на неопределенный срок. Что еще рассказали о проекте в Казанской мэрии, читайте в интернет-газете «Реальное время». Рустам Минниханов сегодня встретился с генеральным директором группы компании «Деловые линии» Фаридом Мадани и президентом группы компании «Ромекс Групп» Алексеем Прокопенко. Обсудили дальнейшее сотрудничество и реализацию совместных проектов. Группа компании «Деловые линии» выразила заинтересованность в развитии регионального присутствия в Татарстане. Сегодня это один из ведущих транспортно-логистических операторов России. «Ромекс» – инвестиционно-строительный холдинг. В Татарстане есть складская недвижимость и торговые объекты компании. Рустам Минниханов отметил, развитие логистики и грузоперевозок является для Татарстана одним из приоритетных направлений. Строительство трасс М12 и М7 даст республике новые возможности. Ожидается рост грузооборота, туристического потока, а также придаст мобильность трудовым ресурсам. В Москве сегодня простились с Эдуардом Сагалаевым. Журналист, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей, скончался на 77-м году жизни. Слова соболезнования супруге Людмиле Сагалаевой направил Рустам Минниханов. Из жизни ушла знаковая для отечественного телевидения невероятно сильная, целеустремленная и неординарная личность. Имя Эдуарда Михайловича без преувеличения стало символом новаторства, высочайшего мастерства. И памятно как для нескольких поколений зрителей, так и для его верных соратников и благодарных учеников, говорится в телеграмме Рустама Минниханова. Эдуарда Сагалаева похоронили сегодня в Москве на Троекуровском кладбище. Сегодня в Казани почтили память основоположника профессиональной татарской эстрады Рашида Вагапова. В этом году 115 лет со дня его рождения. В сквере Татарской филармонии собрались почитатели творчества Вагапова, его ученики и коллеги. Они возложили цветы к памятнику артисту, исполнили песни из его репертуара и поделились воспоминаниями. Площадка перед монументом Рашида Вагапова сегодня словно сцена. Вместо софитов солнца – артисты в сценических костюмах. Зрители в зале под открытым небом. Выступают молодые артисты. Все лауреаты Вагаповского фестиваля разных лет. Каждый исполняет песни из репертуара великого татарского певца. Среди них и Аделя Мубаракова. Она лауреат фестиваля этого года. В творчестве Рашида Вагапова первое, что цепляет, наверное, это его профессионализм. Все-таки он один из первых музыкантов, который именно татарскую музыку профессионально начал исполнять. Прекрасный певец, и рада, что сейчас есть его продолжатели.
лауреатов и 18-летний Инсаф Ганибаев. Он студент Казанского музыкального училища, поет под аккомпанемент баяна. Это, знаете, большой опыт. И я думаю, для каждого участника счастье быть лауреатом этого фестиваля. На дне памяти Рашида Вагапова в сквере у Татарской филармонии сотни людей. Вспомнить его творчество и вклад в развитие татарской музыки пришел и Фарид Мухаммедшин. Рашид Вагапов смог поднять татарскую эстраду на высокий профессиональный уровень, стать достойным примером для подражания, кумиром для учеников и современных исполнителей. Посвятив всю свою жизнь избранной стезе, служению музыки, он объединил весь Советский Союз. 7 мая Рашиду Вагапову могло бы исполниться 115 лет. Сегодня к его бронзовому памятнику несут охапки красных цветов. Он сохранил наше народное достояние, татарские народные песни, и довел до молодого поколения. Сейчас вот молодежь подхватывает его репертуар и продолжает. А это показатель высокой культуры татарского искусства. Я его близко знала, как творческого человека. После того, как мы съездили вот в Чувашию с писателями, мы виделись. Конечно, его и творчество, мне кажется, за душу берет татар. Мы с детства уже росли его репертуаром, пели его песни, слушали музыку по радио еще. 70-е годы. Вся творческая жизнь Рашида Вагапова связана с Казанской филармонией. Здесь он проработал до последнего дня – 54 года. Он первым на эстраде запел народные песни. Они вошли в золотой фонд национального музыкального наследия. В год 115-летия певца его творчество вспоминают по всей России и за рубежом. Памятные мероприятия прошли на его родине, в Нижегородской области, в районах Татарстана, за пределами нашей республики. Они осенью пройдут в Москве, в Санкт-Петербурге, в Уфе. Более того, пройдут и в других странах, например, в Азербайджане, в Узбекистане. Мы можем сказать, что этот год в татарском мире по-настоящему это год Рашида Вагапова. С 2007 года в республике работает фонд татарской культуры его имени. Уже 19-й год проводится международный Вагаповский фестиваль. Он помогает выявлять лучшие татарские голоса, открывать новые яркие имена и легендарных исполнителей. О чем мечтал Рашид Вагапов. Победителей этого года объявят осенью. Сирина Сахапова, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань. Первый печатный Коран в мире сегодня представили в Музее исламской культуры в Казани. Символично, что это совпало с проведением Международного экономического форума «Россия. Исламский мир». 2 года назад в Джидде на заседании стратегической группы Рустам Минниханов подчеркнул значение Казани как столицы первого печатного Корана. Сегодня прикоснуться к этой истории может каждый. Один из центральных экспонатов выставки – это издание Корана 1803 года. Это первое печатное издание Корана в мире. В этом году ему уже 220 лет. Он был напечатан в Казани в 2 томах в азиатской типографии при Казанской гимназии. В последующие 100 лет в городе выпустили более 2 миллионов экземпляров. И именно этот вариант затем мусульмане стали перепечатывать, воспроизводить, и появилась поговорка: Коран записали в Мекке, читали в Каире, а напечатали в Казани. К счастью, печатали в 2 экземплярах специально для детского чтения. И это тоже особый трогательный момент нашей экспозиции. Сегодня в Музее исламской культуры открылась выставка «Казанский Коран». Здесь представлено около 80 экспонатов из научной библиотеки КФУ, музея-заповедника «Казанский Кремль» и личной коллекции муфтия Татарстана Камиля Хазрата Самигуллина. На выставке можно не только увидеть различные издания Корана от 19 века до современности, но и услышать его прочтение в 4 вариантах. Например, 1912 года голосом Камиля Мутыги или имама мечети Марджани 1980-го Гарифулы Ишана Гайнуллина. Выставку художественно дополняют татарские шамаили. Это вид изобразительного искусства, где также выписаны строчки из священного Корана на стекле. Здесь можно увидеть рукописи и книги татарских религиозных деятелей, исследовавших феномен Казанского Корана: Шагабуддина Марджани, Ризаэддина Фахриддина, Мусы Бегиева и других. Также представлены священные книги, вышедшие в печать в Советской России и изданные татарскими эмигрантами в Японии и Финляндии. Я очень рад увидеть здесь такие замечательные старые книги, которые я нигде за свою жизнь, уверен, больше не увижу. И вот
правда, смотря на них, это совершенно другие ощущения. Выставка восхищает, но меня восхищает еще и другое. Насколько Казань относится к городам, где уживаются все религии. Мне кажется, что это редкость, и это восхищает. Выставка работает ежедневно с 9 утра до 19:30. Продлится она до 12 ноября. В дни Казанского форума интерес к ней проявят многочисленные гости со всего исламского мира. Иван Сарафанов, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Далее прогноз погоды с Гульназ Гизатуллиной. А я с вами прощаюсь. До встречи. Центр списания долгов «Идель». 8 93 93 100 100. На гонках всегда интересно, кто придет первым. Но на перекрестке важнее, кто в какой последовательности начнет движение. Разберемся вместе. Дорожные знаки приоритета устанавливают очередность проезда перекрестков, пересечений проезжих частей или узких участков дороги. На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения. На перекрестке равнозначных дорог водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа. На таких перекрестках трамвай имеет преимущество перед безрельсовыми транспортными средствами, независимо от направления его движения. Перекресток, где очередность движения определяется сигналами светофора или регулировщика, считается регулируемым. При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо. Лучше синица в руках, чем журавля в небе. Зачем выбирать? Держи журавля. Центрофинанс объявляет суперакцию. Оформи заем до 30 июня и участвуй в розыгрыше полностью беспроцентных займов. Ты не ослышался. Центрофинанс подарит бесплатные на всю жизнь займы. Хочешь узнать, как получить? Приходи в офисы Центрофинанс. Сыночек, привет. Привет, мам. Записали тебя на анализы в гемотест. Он и в твоем городе есть. Программа «Страна Гемотест». 5 базовых анализов по 290 рублей. Бесплатная консультация врача. Здравствуйте! Сегодня о погоде расскажу вам я, Гульназ Гизатуллина. В предстоящие сутки погоду в республике будет определять поле повышенного атмосферного давления. Подробности после небольшой информации. Компания «Данил Мастер» дарит подарки. Весенняя скидка на заказ корпусной мебели 20%. Торопитесь, акция действует только до конца мая. Подробности по телефону 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево температурный фон продолжает расти. Ночью около 10, днем потеплеет до 23 градусов выше 0. В набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге небольшая облачность и без осадков. Ночью около 9 градусов тепла, днем ожидается 24 градуса выше 0. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше малооблачно, вероятность осадков минимальная. Ночью около 8 тепла и 24 градуса днем. В Арске, Кукмаре, Балтаси ночью будет ясно и около 8 тепла. Днем небольшая облачность, а температура повысится до плюс 24. В Болгаре, Дрожжином, Буинске переменная облачность, осадки не наблюдается. Температура ночью около 12 тепла, днем потеплеет до 24 градусов выше 0. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше по-летнему тепло и без осадков. Ночью 9 градусов тепла, днем 25. В последующие сутки значительных изменений в погоде не ожидается. Специализированный застройщик «Акташ Инвестстрой» представляет новый жилой комплекс «Алтын-Яр» на берегу озера Средний Кабан. Прекрасный вид на акваторию озера, продуманные планировки квартир, благоустроенные дворы с ландшафтным дизайном. При покупке квартиры в мае в подарок скидка до 700 тысяч рублей. Подробности по телефону в Казани 216 68 68. Как в сказке «Озеро у дома». Зеленый сказочный бульвар. Моя мечта – не оторваться. Хочу квартиру в Алтын-Яр. Покупая квартиру сейчас, получаете скидку до 700 тысяч рублей. 216 68 68. Лилианс – это красивая, качественная, а главное – удобная одежда для дома и отдыха. В
честь открытия нового магазина в торговом центре «Паркхаус» всем покупателям скидка 20%. Лилианс. Будь красивой всегда и везде. ТЦ «Южный» 2 этаж, ТЦ «Паркхаус» 1 этаж. Казанская швейная фабрика «Лилианс» – молодая, динамично развивающаяся компания. Расширение и модернизация производства дает возможность идти в ногу со временем, удовлетворять интересы и спрос клиентов во всех регионах нашей большой страны. В столице нашей республики ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью около 11 тепла, днем ожидается 25 градусов выше 0. Ветер северо-восточный, умеренный до сильного. Атмосферное давление и влажность воздуха в норме. Магнитное поле Земли спокойное. И еще одна информация. Санчи – сокровище китайской медицины. Дает энергию, укрепляет иммунитет, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости. Санчи – источник энергии и долголетия. 19 и 20 мая в аптеках Farmland на Санчи 20% скидка. Телефон для справок 8 927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. До свидания и берегите себя.